Чебоксары – город с большой историей, и он готов открыть свои тайны тем, кому это действительно интересно. Именно для этого в столичном парке Лакреевский лес стартовал проект «Легенда о Чебоксарах», который был реализован благодаря гранту главы Чувашской республики. Заместитель министра культуры по делам национальности и архивного дела Чувашской республики Елена Чернова поздравила всех гостей со столетием образования Чувашской республики и подчеркнула значимость таких грантовых проектов. В этом году было разыграно 2 номинации на эти гранты. Первая номинация была посвящена юбилейной дате 75-летия Великой Отечественной войны. И вторая номинация была посвящена 100-летию образования Чувашской автономной области. И сегодняшняя программа посвящена именно этой номинации. И хочется заметить, что данное учреждение, Лакреевский парк, впервые стал победителем в данном конкурсе грантов. Поэтому хочется пожелать им счастливой, замечательной премьеры. Зрители стали участниками яркой музыкально-танцевальной программы, познакомились с храбрым шабашкаром, коварной богиней Кельметь и величественным богатырем Азаматом. Кроме того, они увидели духа чувашского леса – Арзюри. Во-первых, сам Арзюри, если прям точнее быть, то это вообще бесполое существо. Он может появляться как в образе женщины, так и в образе мужчины, как в образе животных, разных животных и птиц тоже. И вообще Арзюри – это очень хитрый дух леса, который очень любит запутывать людей. То есть он может эхом, например, направить человека в другую сторону, чтобы этот человек заблудился, или в болото завести. Или же, когда человек себя хорошо в лесу живет, если отдает дань духам леса, то Арзюри, наоборот же, может вывести его из глухого леса, например, на дорогу, чтобы он домой дошел. Еще одним сюрпризом в рамках проекта стал кукольный спектакль «Дети ветра» по мотиву одноименной чувашской народной сказки. В нем приняли участие учащиеся и преподаватели театрального отделения Чебоксарской детской школы искусств номер 1. Осень нам улыбнулась. Мы свой кукольный театр в рамках этого гранта показываем на сценах города. Не только города Чебоксары. Уже показали для детей Новочебоксарской детской школы искусств. И сегодня мы в Лакреевском парке. И дети вместе с нами. Для нас это новое явление – куклы. Поэтому мы обратились к Государственному чувашскому кукольному театру, благодаря чему состоялся этот проект. Впереди нас ждут мастер-классы. И, я думаю, много-много интересного. Так что юные актеры постоянно развиваются и открывают новые творческие горизонты. Этот проект, который мы выиграли, благодаря всему нашему коллективу, для наших детей театрального отделения был очень интересен. Дети сейчас учатся в 4 классе, это выпускной класс, и для них вот это новое направление, новая струя явилась прям вдохновением. Конечно, для нас это, как я уже сказала, новое направление. Была, конечно, сложность в том, что каким образом управлять этими куклами. То есть мастер-классы, которые мы обязательно посетим, помогут нам в этом в дальнейшем развитии. А сейчас, на данном этапе, дети занимались куклами, и так же, как и я, самостоятельно. То есть это у нас было самообразование, можно так сказать. Но дети настолько понравилось им это занятие, что они очень быстро освоили управление тростевыми куклами. После завершения театрализации главные герои проекта пригласили посетителей парка на интерактивной площадке, где ребята смогли проверить свою меткость, смекалку и упорство.